Пятый юбилейный первый региональный форум СМИ Северного Кавказа в Ингушетии проходит впервые. Напомню, это инициатива главы республики Юнусбека Евкурова, который на одной встрече предложил сделать форум мигрирующим. Сегодня здесь присутствуют не только средства массовой информации со всего СКФО, но и стран зарубежья. Главное событие года – медиафорум СМИ Северного Кавказа собрал в одном зале ведущих специалистов и экспертов в области журналистики. Особую роль организаторы форума уделяют теме взаимодействия средств массовой информации с представителями властных структур. Именно поэтому из года в год форум посещают руководители аппарата полномочного представителя России в СКФО, представители региональных министерств, а также гости из Москвы. Как правило, форум начинает свою работу с пленарного заседания. Глава республики поприветствовал всех присутствующих и отметил, какая важная роль отводится форуму. Наше мероприятие сегодня – это в том числе и одна из такой идей была цифровой трансформации, которая охвачена весь мир. Все настойчиво звучит тема цифровой экономики, и мы, разрабатывая сам план мероприятия проведения форума, один из таких вопросов ставили в том числе и продвижение цифровой экономики, вообще обсуждение этого формата на наших площадках. Я думаю, что это тоже найдет свое продолжение не только во время форума и после форума. Для Республики Северного Кавказа и Ставропольского края средства массовой информации, так же как для любого региона, конечно, это как раз та возможность, как интегрироваться вообще в целом в общество нашей великой страны и как себя представить, проявить не только в масштабах страны, но и за пределами нашей великой страны. В любом случае информационный повод есть и для нашего региона, в том числе и после этого форума любой регион получает дополнительные бонусы в виде, в том числе и инвестиционной привлекательности, потому что на многих площадках показывается и красоты, и гостеприимство, и возможности, и самое главное, стабильность и безопасность наших регионов. На пленарном заседании обсуждают самые разные вопросы. В основном это работа журналиста в условиях кризиса, журналистская этика и взаимодействие региональных СМИ с федеральными. Собравшиеся здесь обсуждают проблемы, с которыми очень часто сталкиваются журналисты в своей профессиональной деятельности. К примеру, как работать с молчаливыми инстанциями, которые не идут на контакт. Помимо прочего, здесь раскрывают секреты общения с людьми. В последнее время, по мнению участников, наблюдается положительная динамика в этой области. Если раньше власти на Северном Кавказе были закрыты для СМИ, то сегодня эта ситуация заметно изменилась. Замминистра России по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев отметил, имидж Кавказа в глазах многих россиян последние годы заметно изменился. В этом году мы сделали проект, он такой очень простой, социальный, это Северный Кавказ, 7 историй. Мы взяли, пригласили к сотрудничеству по одному, так сказать, фотоблогеру из каждой республики Северного Кавказа. Как отбирали? Посмотрели, у кого из ребят больше подписчиков, в том числе, кстати говоря, иностранных. Вот, допустим, Ингушетию представляет Евгений Шевцов. Он сделал великолепные фотографии, выкладывает их в Инстаграме. Мы приобрели несколько работ у него и сделали эту выставку в режиме фактически стрит-выставки. Она открылась в метро в Москве, потом она поехала по городам, она открывается в торговых центрах, крупных парках, на площадях, в Ростове-на-Дону, допустим, на набережной. И вы представьте себе, какой эффект она производит. Я лично наблюдаю за людьми, я на несколько выставках сам лично съездил, чтобы их открыть и рассказать о нашем замечательном Северном Кавказе. Когда, допустим, в Омске ребенок подходит с бабушкой к стенду, и там, в огнях столица Ингушетии Матас, и он говорит: а это что за город? Бабушка читает: Магаз. Я говорю: ну, я стою рядом. Она: а где это? Я говорю: это в Ингушетии. А разве там был такой город? Я вот раньше такой не помню. Я говорю: ну вот, посмотрите, практически с нуля вот такая красота. Как здорово. Я бабушка, я хочу туда поехать. Это человеческое измерение, которое вот через такие вещи доносится до людей и очень просто объяснять. Журналисты в зале не оставили без внимания и работу ингушских СМИ, в частности и наш телеканал, который начал свою работу не так давно, но уже успел завоевать своего зрителя. Работа журналистов в принципе нелегкая, они как зеркало реальности не только показывают, но и в какой-то мере просвещают. Замминистра образования и науки России Сергей Квашцов рассказал на примере, как изменилось мнение о Кавказе у федеральных СМИ. ЕГЭ на Северном Кавказе проходит максимально объективно и честно. И новые заголовки, которые мы видим в средствах массовой информации, я тоже их процитирую.
ЕГЭ покорил кавказские вершины в «Коммерсанте». Без шпаргалок на 100 баллов в российской газете. Уверенно на все 300 в «Известиях». Поэтому движение есть. И, кстати, недавно, 2 недели назад, я выступал впервые в Российской Федерации на управляющем совете УЭСа по качеству образования, в котором участвовало 80 стран, там все лица, которые отвечают за качество образования в каждой стране. И я в пример приводил опыт Северо-Кавказского федерального округа. В частности, проект «Я сдам ЕГЭ». Мы за 3 года уменьшили количество не преодолевших минимальные баллы в 3 раза. Помимо прочего, у журналистов в зале появилась возможность задать специалистам интересующие вопросы. Словом, метод свободного микрофона. Форум СМИ Северного Кавказа – это возможность для каждого субъекта рассказать о своих достижениях в области СМИ. Ведь им есть чем удивить. С Ингушетией у средств массовой информации Кабардино-Балкарской республики давняя и очень тесная дружеская связь. Мы как ближайшие соседи, как люди, которые знают чаяния, все проблемы друг друга. Мы очень рады, что вот в этом году форум именно в Ингушетии проходит, так как до сих пор вот в одном котле все варилось, а теперь вот форум уже вроде бы маленький юбилей, да, 5 лет, и он проходит в вашей замечательной республике, где живут такие замечательные люди, у вас замечательный журналистский состав, с которыми вот я не первый год в журналистике, я знаю лично очень многих журналистов с вашей республики и знаю, что у вас очень хороший уровень. Я считаю, что это очень знаменательно, что в год 25-летия республики 5-й юбилейный форум СМИ Северного Кавказа проходит здесь у нас. В этом заслуга главы республики, который на 4-м форуме в прошлом году такое предложение выдвинул, оно было поддержано, и форум сегодня у нас в гостях. И я хочу тоже с гордостью отметить, что, как и на предыдущих форумах, в общем-то, мы, как хозяева, как понимающая сторона, показываем самое лучшее, что у нас есть. И наш стенд один из лучших. Я считаю, что в целом и, в принципе, и нашей журналистики за вот эту недолгую историю, за 25 историю, есть что показать, есть чем, в общем-то, поделиться с коллегами. И я думаю, что и сам форум, который у нас проходит, он тоже для нас станет очень хорошим подспорьем для того, чтобы поучиться, посмотреть, как наши коллеги работают, что-то перенять, что-то показать свое. Мы здесь представлена многонациональная литература народов Дагестана, здесь книги на 14 языках, здесь газеты на стольких же языках. Это, можно сказать, одна из немногих республик, вообще субъектов Российской Федерации, где на стольких языках издается периодическая литература. Познакомились мы, сколько людей мы уже Дагестаном, Ингушетием, представителям. Они встречают нас очень высокий уровень. В этот день я написал песню, посвященную Ингушетии. От мужества и красоты рожденная, загадочная горная страна, огнем беды и скорби опаленная, как меч булатный в них закалена, древняя, мудрая, гордая, добрая, Богом сбереженная Ингушетия моя. Грандиозный слет представителей СМИ, власти, экспертного и делового сообщества, пресс-служб и блогеров продлится 2 дня. Программа форума очень насыщенная, а значит, и участников, и гостей ждет еще много интересного. Рина Цичева, Рахман Суров, Новости 24.